Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых замечательных людей нашей эпохи, о писателе Чыңгыз Төреқұловиче Айтматове. Нам очень близок Чыңгыз Айтматов, потому что мы читаем с малых лет его произведения. В 11 классе мы изучаем его крупные прозаические произведения. Мы с вами попытаемся анализировать на уроках писательскую и гражданскую позицию этого замечательного человека. Понимание тем и идей произведений писателя поможет нам изучение его биографии. Сегодня на уроке мы с вами приобретаем навыки сознательного отбора нужной информации, самостоятельно углубиться и подробнее ознакомиться с творчеством Чыңгыза Айтматова. Сформируем навыки анализировать поступки героев и людей, оказавших влияние на судьбу великого писателя. Попытаемся понять, что Чыңгыз Айтматов был голосом своей эпохи. Чыңгыз Төреқұлович Айтматов родился 12 декабря 1928 года в кишлаке Шекер, Кыргызский ССР, ныне Таласской области, Кыргызской республики. Писатель родился в интеллигентной семье. Родители Төреқұл Айтматов и Нагима Айтматова были коммунистами. В 1933 году отец работал вторым секретарем Кыргызского областного комитета ВКПБ. В 1935 году молодой руководитель стал студентом Института Красной Профессуры в Москве, и семья переехала в столицу СССР, Москву. За это время в семье родился второй сын, Ильгиз. В 1937 году по настоянию мужа мать Нагиба Айтматова перевезла детей к родственникам в Шекер, в Талас. В сентябре 1937 года отец был арестован по подозрению якобы антисоветской националистической деятельности. И 5 ноября 1938 года отец был расстрелян. Жена врага народа была поражена в правах. Но все дети репрессированного политработника получили высшее образование и вписали каждый свою страницу в историю. В годы Второй мировой войны всех взрослых мужчин мобилизовали. И 14-летний Чыңгыз оказался одним из наиболее грамотных людей в ауле и занял пост секретаря аульного совета. После войны юноша продолжил учебу. Окончил с отличием 8-летнюю школу. Окончил Джамбульский зоотехникум и сельскохозяйственный институт во Фрунзе. В 1956 году приехал учиться в Москву на высшие литературные курсы. Вернувшись на родину, стал редактором журнала «Литературный Кыргызстан». Работал корреспондентом газеты «Правда». Учеба на высших литературных курсах дала многое Чыңгызу Айтматову, будущему писателю. Творчество Чыңгыза Айтматова можно разделить на 3 этапа. Первый этап – ранний, второй этап и третий этап – поздний. Творческая биография писателя началась 6 апреля 1952 года.
опубликован рассказ газетчика Дзюдо Чыңгыза Айтматова в газете «Комсомолец Кыргызии». Первый художественный текст Айтматов написал на русском языке, одном из двух родных. Широкую известность молодому писателю принесла повесть «Джамиля», позднее вошедшая в книгу «Повести гор и степей», за которую Чыңгыз Айтматов получил Ленинскую премию. Свой первый рассказ Чыңгыз Айтматов написал на русском языке. Писатель принадлежит к плеяде писателей-билингвистов, которые творят одновременно на двух языках. Многие произведения Айтматова написаны как на русском, так и на кыргызском языках и переведены на многие языки мира. На раннем этапе творчества появились повести, одна за другой. «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель», повесть о переменах в жизни глухих сел в начале века. Второй этап творчества ознаменует появлением повестей «Верблюжий глаз», повесть «Материнское поле», повесть «Прощай, Гульсары». Если в ранних произведениях Чыңгыз Айтматов затрагивал насущные проблемы человеческой жизни, то на поздних этапах своего творчества Чыңгыз Айтматов сильно ощущал болезнь современного общества, переживал по поводу того, какое будущее ждет не только Кыргызстан, но и все человечество. В своих произведениях, особенно в поздних, Чыңгыз Турекулович обращался к духовно-нравственным скрепам общества, к путям преодоления кризисных явлений. Он писал о цивилизованных проблемах и о вызовах, рассматривая их через призму отношения людей. Он видел эти проблемы на глобальном уровне. На третьем этапе творчества Чыңгыза Айтматова появились в свет повесть «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря» и пьеса «Восхождение на Фудзияму». Особое место занимает романы «И дольше века длится день» и роман «Плаха». В романе «И дольше века длится день» Чыңгыз Айтматов затрагивает, как земные события пересекаются с космическими. Внеземные цивилизации, космические силы не остались безучастными к злым и добрым поступкам людей. И эта проблема является актуальной в наше время. «Плаха» — это роман об отношениях человека и природы, о поисках смысла жизни и о назначении религии в ее лучших проявлениях для нас, и о беде нашего времени, наркомании и многом другом. По охвату тем, многоплановости, философскому подходу и глубине символики это произведение, роман «Плаха», превзошел все ранее написанное. На последнем этапе Чыңгыз Айтматов обращается к жанру научной фантастики в повести «Тавра Кассандра» и в романе «Когда падают горы». 5 самых замечательных произведений Чыңгыза Айтматова были экранизированы. Фильмы, снятые по мотивам произведений Чыңгыза Айтматова, мы смотрели ни разу на экранах отечественного и зарубежного телевидения. «Первый учитель», «Белый пароход», «Красная косынка», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Прощай, Гульсары». Немаловажную роль в судьбе Чыңгыза Айтматова
играли его родные. Брат Ильгиз Айтматов, сестра Роза Айтматова, дети писателя Санжар, Аскар, Ильдар и Ширин Айтматовы. Писатель восхищался женской красотой и глубоко понимал женский характер. Доказательством тому служат достоверно и выпукло выписанные образы женщин в книгах Чыңгыза Айтматова. Сильная Джамиля из одноименной повести «Джамиля», юная романтичная Асель из повести «Тополек мой в красной косынке», мудрая Толгонай, потерявшая на войне сыновей, но сохранившая внутреннюю красоту души из повести «Материнское поле». Почти в каждом произведении есть та женщина, от появления которой на страницах книги становится светлее на душе у главного героя или читателя. И в жизни писателя женская красота играла важную роль. С первой женой, Кириш Шамшибаевой, Чыңгыз познакомился во время учебы в сельскохозяйственном институте. В конце 50-х годов Чыңгыз Айтматов встретил главную любовь своей жизни – балерину Бибисару Бишаналиеву. Роман начался в Ленинграде и продолжался 14 лет. Влюбленные не могли пожениться. Высокое положение обоих требовало соблюдения приличий. Коммунист не мог просто так развестись с женой ради брака с народной артисткой СССР, за которой ухаживали первые люди государства. Переживания писателя находили выход в его произведениях. Мучается от необходимости делать выбор между женой и любовницей Танабай в повести «Прощай, Гульсары». Влюбляется во вдову друга Буранный Едыгей в романе «Дольше века длится день». В обоих произведениях женщины оказываются более стойкими морально, чем лирический герой, готовый, очертя голову, бежать за новой любовью. 14 лет продлилась тайная связь, о которой ходило множество сплетен в республике. Бибисара Бишаналиева умерла 10 мая 1973 года после 1,5 лет борьбы с раком груди. Через 20 лет в соавторстве с Мухтаром Шахановым Айтматов написал книгу «Исповедь на исходе века». Второе название «Плач охотника над пропастью», в которой откровенно рассказал историю этой любви. Второй женой Чыңгыза Төреқұловича стала Мария Урматовна. К моменту их знакомства Мария успела побывать замужем и родить дочку Чулпон. Во втором браке родились сын Ильдар и дочь Ширин. Народный писатель Кыргызской республики Чыңгыз Айтматов сделал известной и прославил на всю планету нашу страну. Лучшей данью светлой памяти этой многогранной личности будет обращение к его размышлениям, мыслям, советам, взятым из его произведений, статей, рассказов и интервью. Некоторые из них были обнародованы десятки лет назад, но не потеряли актуальности. Айтматов всегда остро чувствовал пульс времени. Классик мировой литературы известен во всем мире своими рассказами о жизни простого народа. Писатель своими книгами дает пищу умам многих поколений, а фразы и афоризмы из его произведений стали крылатыми и очень содержательно описывают некоторые ситуации. Вот некоторые цитаты, которые помогут понять, какие важные жизненные темы затрагивал писатель и как понимают и воспринимают в данное время нынешнее поколение людей.
когда счастье есть, о нем не думают. Если счастье существует для человека только в настоящем времени, и не бывает его ни в прошлом, ни в будущем. Боже, какое великое творение земля! Ведь и солнце, наверное, существует ради земли, населенной людьми. А иначе к чему все это? Мир надобен человеку, оттого он и есть, чтобы человек его осознавал. Оттого он и существует. А иначе к чему вся эта галактика? Какой смысл? Говорят, что друзья познаются в беде. А как мне кажется, и в радости они тоже познаются. Люди должны знать, что конец света в беспрерывном накоплении зла в нас самих, в наших деяниях и мыслях. Кто много страдал, тот много познал. Самое трудное для человека – оставаться человеком изо дня в день. Человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его. Чингиз Айтматов в последние годы жизни болел сахарным диабетом, что не мешало ему вести активную жизнь. В 2008 году писатель на 80-м году жизни отправился в Казань на съемки документального фильма «И дольше века длится день», который снимали к предстоящему юбилею. На съемочной площадке писатель простыл. Простуда перешла в острую пневмонию. Начали отказывать почки. 16 мая Айтматова самолетом переправили в Германию, но врачи не смогли спасти пациента. 10 июня в клинике Нюрнберга Чингиз Тойхович умер. Ушел из жизни великий человек. Покинул нас великий мыслитель и философ. Страна потеряла настоящего сына. Велика утрата и для литературы, русской литературы, мировой литературы. Чингиза Айтматова захоронили в мемориальном комплексе Ата-Бейит 14 июня 2008 года. Хочется завершить наш урок словами Чингиза Айтматова. Родину невозможно унести. Можно унести только тоску. Если бы родину можно было перетаскивать с собой, как мешок, то цена ей была бы брошь. Великий писатель завещал нам любить нашу родину, любить нашу маленькую многонациональную страну и мир, в котором мы живем. Чингиз Айтматов завещал нам жить в согласии с природой, в согласии с гармонией души и внешнего мира, относиться друг к другу с добротой и великодушием. Иначе нас ждет другой исход, которого мы не ожидали. Вспоминается мысль Чингиза Айтматова. Счастье – это феномен, который приходит не извне, а изначально живет в душе. Если есть счастье в душе, то самое маленькое событие может сделать человека счастливым. Чингиз Айтматов дарил своим читателям такое счастье.
и читатели благодарны ему за это. Уважаемые ученики, домашнее задание на следующий урок: прочитать легенду о птице Донембай из романа «И дольше века длится день» и подготовиться к обсуждению. И напоследок хочется поблагодарить вас за работу на уроке, пожелать вам крепкого здоровья, успехов в вашей дальнейшей жизни. До свидания.